Ассаляму алейкум, сайготели Серджилер. В эфире выпуск программы «Софрага Буйрнес». В этот прекрасный летний день я рада приветствовать каждого из нас. Присаживайтесь удобнее, ведь впереди интересное блюдо. А поделится изумительным рецептом героиня нашей программы – министр спорта Республики Крым Ольга Тарубарова. Незаменимое богатство каждого человека – это семья. Именно в семье мы учимся любить, понимать друг друга и заботиться о родных. Героиня программы Ольга Тарубарова, будучи министром спорта Республики Крым, добросовестно и ответственно служит стране с максимальной самоотдачей, и огромную поддержку в этом ей оказывает любящая семья. Несмотря на всю свою занятость, Ольга Александровна обязательно найдет время для близких и родных. Она великолепно совмещает работу и отдых. Плюс ко всему, безумно любит готовить и готовит очень вкусно. И сегодня Ольга Тарубарова побывала на кухне Софрага Буйрнес. Каким оригинальным блюдом она с нами поделится, узнаем на нашей любимой кухне. Ольга, здравствуйте, добро пожаловать к нам в гости. Здравствуйте, Елена. Я очень рада вас видеть. Как ваше настроение? Настроение прекрасное. Есть ли у вас особый секрет пробуждения? Это будильник. Так. Завел с вечера будильник, утром встал вовремя. Ага. Ну и, конечно, это утренняя гимнастика, да, которую Как же я делаю без каждый спорта день. никуда. А вы просыпаетесь рано? Я просыпаюсь в 6 утра каждый день. С 6 до 7 у меня ежедневная тренировка. Каждый Мы день принимаем... находите в себе силы, да? Проводить Так, гимнастику? именно гимнастика позволяет чувствовать себя бодро в течение дня и решать самые сложные задачи, которые ставит перед нами трудовой процесс. Согласна. Потом чувствуете себя, наверное, более увереннее. Конечно. Но просыпается каждая клеточка. Благодаря утренней пробежке просыпается, конечно, весь организм. И ты уже можешь как часы работать в течение всего дня. Вы сегодня к нам пришли не просто так. Не просто. Вы привезли нам интересный такой замечательный рецепт. Расскажите о нем подробнее, что это будет. Эльвина, я предлагаю вам и всем телезрителям сегодня осуществить из солнечного Крыма гастрономическую экскурсию в холодные воды Охотского моря. Вау! Морепродукты Охотского моря мы будем сегодня с вами готовить. Да, я вижу такая рыба сочная, такая крупная. Как она называется? Это рыба палтус. Она действительно, вы заметили, она очень сочная, она очень мясистая, похожа по вкусовым качествам на крымскую камбалу. Так как она живет в холодном море, она еще более сочная и мясистая. Я знаю, что вы эту рыбу заказывали, здесь она не продается. Да, совершенно верно. Мой супруг 27 лет прослужил в Магадане, и у него там большое количество друзей, поэтому морепродукты мы до сих пор заказываем именно там. Что не сделаешь ради программы? Спасибо вам большое. А это что такое? А это аналог местного рапана, но называется трубач. Это моллюск, который тоже обитает в Охотском море и обладает очень полезными и приятными вкусовыми качествами. Даже не знаю, что выбрала бы, рыбу или трубач. Надо попробовать все. Да. Кроме того, у нас сегодня будут принимать участие в приготовлении картофель крымский. Мы из него будем делать гарнир в виде пюре. И по-магадански принято картошку обязательно есть с икрой, потому что красная икра – это тоже дары Охотского моря, и без которой, наверное, не обходится стол, тем более праздничный, стол ни одного магаданца. Помидоры, да? Сливочное масло, мука и молоко. Все потребуется в процессе приготовления сегодняшнего обеда. Я надеюсь, что вам понравится. Обязательно. Ольга Александровна, мне уже не терпится. Может, приступим? Давайте. Мы начнем с того, что нам необходимо запечь палтус. На своей домашней кухне я очень часто готовлю, и палтус мы обычно запекаем. И вообще мы стараемся как можно больше продуктов именно запекать, а не жарить. Поэтому нам потребуется противень, в который мы поместим наш палтус, масло, между прочим, виноградных косточек, которое тоже крымское. Полезное. И полезное, да. Соль и специи. Специи, хорошо. Значит, смажем наш противень и потом будем укладывать наш палтус. Это еще не все масло, потому что нужно рыбу посолить, поперчить. Да, как поэтому... относитесь к специям? Любите? Вы знаете, я не особый фанат большого количества специй, но когда это в меру,
я очень-очень положительно к этому отношусь. Вообще многие повара и кулинары придерживаются к тому, чтобы не перебивать естественный вкус специями. Я вот тоже к этому числу людей отношусь, да. Да, думаю, так получается вкуснее. Мне известно, что вы любите готовить. Какое место кулинария занимает в вашей жизни? Вы знаете, самое глобальное из самых, можно сказать, юных лет, потому что я научилась сама самостоятельно готовить уже в 14 лет, и мне было очень приятно своих родителей встречать дома с ужином. И приготовление пищи всегда доставляло мне удовольствие. Когда это еще и получалось, то, конечно, радости моей не было предела, когда родителям нравилось, и они могли и похвалить. Как гордость за дом, да? Они приходят уставшие с работы, а здесь уже ужин готов и обед. Совершенно верно. Ну, а когда стала взрослой, то, естественно, знаете, независимо от того, какие у тебя профессии, какие у тебя должности, самая главная реализация женщины – это, конечно, хозяйка. Мама, хозяйка. И, конечно, это тоже большое удовольствие, когда детям нравится то, что ты готовишь. Обязательно. Домашняя еда, ведь она ни с чем не сравнима. Ни с чем, абсолютно. Какие бы элитные заведения, рестораны не были, но уют домашнего очага и те блюда, которые мы готовим на кухне, конечно, они обладают особой энергетикой и более полезны, наверное, чем все остальные. С вами согласна полностью. Эльвина, вот наша рыба готова. Предлагаю поместить ее в духовой шкаф. Так, какое время? Время приготовления примерно полчаса и температура 180 градусов. Ольга, наша рыбка уже готовится. Мне интересно узнать, что будет следующим этапом. Я предлагаю сейчас подготовить к обжарке трубача. Для начала надо разбить яйца. Мы будем обмакивать нашего трубача в приготовленной смеси из яиц, соли и специй. Добавляем соль. У вас такие ароматные здесь специи тоже. Но тоже, чтобы не переборщить, чтобы, чтобы специями не забить тот вкус, который естественный есть у этого прекрасного моллюска. Я вижу, что еще яйца на столе. Понадобится для приготовления картофельного пюре по старым рецептам наших бабушек. Теперь мы берем трубач и слегка его отбиваем. И сразу его окунаем в приготовленную смесь. Я не могу просто так стоять. Что сделать? А вот, может, вы поможете мне? Ничего же прекраснее нет, чем крымские помидоры и крымский лук. Самый легкий такой просто. Да, самый хороший салат к нашим морепродуктам. Может, вы поможете мне его приготовить? Я всегда люблю помогать своим гостям. Как нарезаем? Ну, я обычно разрезаю пополам и режу помидор крупно, для того, чтобы он не терял свой сок и те качества, которые чтобы ощущался здесь. Да? Вот смотрите, вот так нормально? Очень хорошо. Все хорошо. Правда ли, что в детстве вы мечтали быть балериной? Да, это было очень давно, когда я пошла в 1 класс. Вы не поверите, я была самой высокой девочкой из всех первоклассниц нашей школы. Модель. И мне очень... Но, к сожалению, тогда не так был распространен модельный бизнес, а тогда больше все-таки был распространен спорт, потому что спортивный образ жизни, здоровье, этому много очень уделялось внимания. В школу приходили тренеры по волейболу и баскетболу, и меня всегда приглашали именно в эти кружки. Это была, конечно, детская мечта девочки. В общем-то, я считала, что балерина – это намного красивее, чем баскетболистка или волейболистка. Так. И мне хотелось танцевать. Я решила записаться в студию балетную, но меня не взяли. Я не прошла. В следующий год? Да. Я не сложила руки. Я очень целеустремленный. Был даже ребенок, не говоря уже о взрослой, когда стала. И я пошла на народные танцы. И целый год занималась народными танцами. И на следующий год пришла опять на этот кастинг. И тогда у меня уже были определенные навыки. Когда мне, допустим, скажут встать по 3-й позиции или по 6-й, сделать это безукоризненно. Когда в то время ваши ровесники не знали, да? Нет, ну они знали, те, кто занимался, естественно. Но кто-то, конечно, не знал, тот, кто не стремился к этому. И меня записали в балетную студию. И я помню свое первое выступление.
как мне доставали пачку. Это была вообще моя мечта выйти на сцену в пуантах и в пачке. И вот мы с нашим хореографом, который нас подготовила к этому первому выступлению, это были такие эмоции, которые просто нельзя передать, детские. А волнение было вот на сцене? Конечно было. Это была главная сцена нашего города. Это было выступление к 8 марта. То есть туда пришли все мои бабушки, мама и подруги, которые были у родителей. То есть все смотрели, и я, конечно, была горда тем, что я вышла на сцену, то, что я практически в главной роли там выступала, да. И, это мне И это, кстати, положило основу всей моей тренировки и на сегодняшний день, потому что я утро начинаю с пробежки, но я обязательно дальше тянусь только на балетном станке. Как-то вот так вот сложилось, и в разное совершенно время, даже когда был послеродовый период восстановительный, когда надо было привести себя в соответствующую форму, потому что у меня все-таки 3 детей. Вы уже знали, каким способом это можно сделать? Да, я знала, что лучше, чем растяжка и лучше, чем те упражнения, которые давали нам на балете, но для меня лично лучших нагрузок не может быть. И поэтому вот я по сей день обязательно делаю батманы, обязательно делаю плие, обязательно тянусь на станке, потому что в здоровом теле, здоровый дух. Это вот как-то делает женщину более такой утонченной. Даже осознание того, что ты можешь прикоснуться к такому тонкому, такому ювелирному виду искусства, как балет. Да. Всем женщинам надо поддерживать себя на протяжении всей жизни, для того, чтобы женщина не имела этого возраста. Да, это точно. Хорошо. Помидоры я нарезала. А что у вас, расскажите? Я уже полностью завершила подготовительный процесс нашего трубача, нашего моллюска. И теперь можно приступить к обжариванию его. И еще необходимо сварить картофель. Здорово. Наливаем масло подсолнечное в сковородку. Напомню телезрителям, что картофель мы уже поставили вариться. Будем его солить, как только закипит вода. Да. Как часто вы готовите? Вы поняли уже, что мы очень любим такие вот морепродукты, поэтому, конечно, рыбу мы готовим очень часто. И у нас ее любят все члены семьи, конечно, даже кошка. Можно ли сказать, что это изюминка вашей семьи? Да, но еще мы очень любим птицу. Полный фанат чешской кухни, а там одним из основных блюд является утка. Поэтому я очень люблю запекать утку в рукаве. С грушами? Да, с яблоками, с апельсинами, в специях. А какие продукты вы вообще не переносите? Вы знаете, я не люблю маслины, оливки, не люблю тыкву. Тоже не переношу маслины и тыкву. Хотя, несмотря на то, что эти продукты очень полезные, в нашей семье еще очень любят гречку, рис. И мы очень часто на гарнир готовим именно рис. Кстати, рис, в моем понимании, очень хорошо тоже сочетается с морепродуктами. Это всегда получается очень вкусно. А дети еще очень любят спагетти и просят очень часто приготовить их с разными блюдами. Сколько всего вкусного готовит мама? Да. Как у вас хватает времени? Работа, дом? Кто рано встает, тому Бог подает. Я думаю, если у всех 24 часа в сутки, то у женщин 48. 48, это точно. И, наверное, нам этого бы тоже не хватило, если речь идет о том, чтобы выполнить все домашние, да. Да, по-любому мы что-то найдем, что мы еще не доделали до конца. Совершенно верно. Создание домашнего очага, комфорта для настоящей женщины это только в удовольствие. Поэтому, тем более, если правильно организовать весь процесс, чтобы были свои определенные ответственные задания, то это даже... Слаженная работа. Да, слаженная работа, командная работа, которая только доставляет удовольствие. Да, согласна. Настало ли время переворачивать? Да, Эльвина, вы видите, что корочка уже по краям появилась, значит, мы будем с вами переворачивать. Угу. Какая красота. Я всегда говорю в каждой программе, жаль, что не передать аромат телезрителям. Когда уже выпустят телевизоры, которые могут передавать аромат? Ой, мне кажется, это тогда вообще настолько прогресс шагнет вперед. Представляете, посмотрел передачу о кулинарном искусстве и наелся. Сразу, да. пока смотрел. Завтрак, обед и ужин. И тогда будут все действительно стройными, когда только одними запахами будут сыты.
Любите ли вы экспериментировать в приготовлении блюда? Например, есть стандартный какой-то определенный рецепт, а вы добавляете что-то свое, либо что-то заменяете? Вы знаете, не особо. Знаете, отношусь к тем людям, которые уважают старые бабушкины рецепты. У меня так сложилось, что по линии моего отца очень хорошо готовили женщины. У бабушки, у моей, сохранилась целая большая книга кулинарных рецептов. То мастерство, которое она имела, она, конечно, передала мне, и даже, я бы сказала, прабабушка передала. А рецепты какие, написанные или написанные? Именно написанные. Вот надо было принести, показать, какие вот рукописи. Сколько всего грамм, способ приготовления. Совершенно верно, такой вот, можно сказать, технологический процесс. И самое главное, что все, что не делаешь по этим рецептам, все получается очень-очень вкусно. Вот Какие рецепты вот вы запомнили? Но самый вообще любимый рецепт детства это торт Наполеон. Это совершенно верно. Вы знаете, я никогда ни у кого не ела такого Наполеона, как готовила моя бабушка. И это действительно такой аромат детства, то ли потому что с этим связано самое лучшее время в нашей жизни, это детство, Возможно, то ли действительно просто бабушка была такой Марией-искусницей, которая могла приготовить самый вкусный Наполеон. Но это, кстати, не только мое мнение, потому что в нашей семье всегда было очень много гостей. По сей день очень много. В моем детстве я помню, что были просто очень дружеские большие застолья, и за столом собиралось очень много гостей, и бабушка всегда на празднике готовила Десерту, Наполеон. да, Наполеон? Да. И знаете, что еще очень запомнилось, что мы всегда в эти дни пили чай из самовара. Хотя жили в квартире, это был электрический самовар, но это очень было красиво, очень было так идейно, и вот всем хотелось обязательно из самовара налить себе чай, и, конечно, детям в первую очередь. Да. Могу сказать, что из пакетиков чай точно никто раньше не пил для того, чтобы сэкономить время. Чайная церемония, она действительно была церемонией. Готовые у нас получились золотистые. И знаете, в чем преимущество этого моллюска? Что его можно потреблять в пищу как горячим, так и холодным. И холодный он абсолютно не хуже, чем горячий. Я хотела спросить, вот в салат можно добавлять? Можно, но мы так не делаем. Да, можно поэкспериментировать, но в следующий раз. Обязательно. Я думаю, что картошка наша закипела, и мы можем добавить уже соль. Добавляем соль. На сегодняшний день вы успешный, целеустремленный человек. Министр спорта Республики Крым. Это значимая такая должность. Но практически никто не знает, что базовое образование у вас экономиста. Почему вас потянуло так в сторону экономики, цифры, финансы? Ну, наверное, начнем с того, что моя юность, она была сопряжена с лихими 90-ми, а я потомственный ребенок из семьи экономистов, потому что у меня и бабушка, и мама, да, они все были финансистами и экономистами. Поэтому, естественно, в такое сложное время ребенку определили профессию, что надо идти по стопам взрослых женщин, они могут тебя научить, могут помочь с профессией и, в общем-то, стать и реализоваться в этой жизни. Но так получилось, что это не одно мое образование, у меня их всего 3. Одно из моих образований – это государственное и муниципальное управление. Так получилось, что когда я длительное время проработала на одном из градообразующих предприятий того города, в котором я жила, я по конкурсу прошла и стала главным бухгалтером федерального казначейства. И сложно ли было одержать? Было очень сложно. Было очень сложно не в том, чтобы одержать конкурс, потому что это государственная гражданская служба, и, в принципе, каждый человек, он может прийти и попробовать свои силы. Сложно работать. Вы знаете, зачастую есть очень много амбиций, и человеку кажется, ничего себе, главный бухгалтер федерального казначейства, отделения федерального казначейства, это же вот точно по блату. На самом деле абсолютно не по блату. На самом деле еще попробуйте
найти... Название красивое, Да. а работа никто не вникает. Ответственность и то, что за этим стоит, конечно, это не просто, это круглосуточный труд. Это очень-очень тяжело для того, чтобы выполнить весь тот объем, который на плечах финансистов лежит. После этого в Калужской области был объявлен конкурс на замещение вакантной должности заместителя министра, начальника управления туризма. Да. А туризм – это экономическая отрасль. То есть мое появление в Министерстве спорта вообще, в принципе, оно не случайно, потому что раньше это было единое министерство, Министерство спорта, туризма, молодежной политики. После этого губернатор принял решение и назначил меня министром. Поэтому в аналогичной должности я уже работала, и не случайно, что вот в Крыму Оказались, да? Да, я занимаю аналогичную должность, потому что в моей трудовой практике она уже была. Это хорошо. Стоит задача, значит, ее надо выполнять. А если ты как бы не хочешь выполнять, ну, наверное, значит, ты... это не твоя работа, да? Да, значит, ты не можешь служить государству, служить людям, служить тому делу, которое ты начинал. Что вы чувствовали, когда вы переезжали? Было ли желание вернуться? Я уверена, что это было сложно. Конечно, понимаете, переезжать с того места, где ты уже жил, это всегда сложно. Близко, Во-первых, всегда знакомы. если даже взять вот просто элементарные такие вещи, что переезд – это же как пожар. Просто как пожар. Собрать, ну вот, представляете, от невидимки до рояля. Все это собрать и перевести. Конечно, это очень сложно. Жаль, Конечно, что дом это... нельзя перевести, да? Да. А как вам в Крыму? Ну, а что можно сказать? Конечно, это жемчужина нашей страны, нашей России, потому что это уникальное сочетание природных, климатических и исторических мест, событий, времен, колоритное, да, где вот нашлось место и возможности проявления себя совершенно разным народом, и это на самом деле очень замечательно. Да, это точно. Вы так отлично это отметили. Что у нас здесь? Ну вот мы заканчиваем уже последнюю партию приготовления нашего трубача. И нам останется приготовить только наш гарнир. Ожидаем. Наш моллюск совершенно готов. Последний кусочек достаем. Моллюски пожарены, картофель сварился. Предлагаю вам перейти к следующему этапу. Давайте. Продолжаем. Буду делать картофель-пюре. Для этого сначала горячий картофель измельчаем. Угу. Туда мы добавляем сливочное масло. Вот о яйце нигде не слышала, что добавляют. Вот там, где я жила, так делали. Интересно. Ольга, я уверена, что работа занимает большую часть вашего времени. Но ничто не сравнится с семьей. Никакая работа. Что для вас семья? Семья для меня – это все. Я могу сказать, что если бы у меня не было моих детей, я бы никогда в жизни не стала министром. Вы знаете, для женщины это очень большой стимул. Рождение и появление детей. Мотивация. Да, своему ребенку хочется дать намного больше, чем ты имел сам. Угу. Безусловно, хочется вырастить его здоровым, красивым, счастливым, успешным, но еще и хочется, чтобы он и реализовался в дальнейшем как личность. А для этого, конечно, необходимо, чтобы и родители в этой жизни, ну, наверное, самореализовались как в профессиональном плане, так и в личностном. Чтобы было что передать. Да, совершенно верно. Я однозначно могу сказать, что вот если взять двоих старших детей, полностью 3 года занималась их воспитанием. Как это по законодательству положено. Положено, и да? это же не просто так. Не зря дается 3 года. Ведь за этот период ребенок не только учится определенным навыкам, да, в социуме. Он получает то, что ему не хватает. Конечно. Да, вот он получает необходимую любовь, необходимый иммунитет для того, чтобы в дальнейшем бороться с какими-то жизненными трудностями. Чтобы лучше социализироваться в обществе. И да? я скажу вам, именно этот период – это самый счастливый период в моей жизни. Картошка готова. Наша рыба готова. Вот, собственно, результат наших стараний с Ольгой Александровной. Вот только посмотрите, какая красота у нас получилась.
Ольга Александровна, я знаю, что раскрыта не вся ваша личность. Не могли бы вы нам подарить сегодня свое стихотворение? Конечно, сказать о том, что, наверное, я пишу, это очень громко, но я пытаюсь. И я с удовольствием прочитаю одно из своих стихотворений «Пожеланий» всем крымчанам, всем телезрителям и всем жителям нашей великой страны. Судьбы уроки роковые даны для каждого свои, но истины храни земные. Живи, надейся и люби. Живи ты так, чтоб пышным садом в твоей душе цвела сирень. Ни словом не задень, ни взглядом того, кто помыслом слабей. Живи, даря другому чудо, ничто взамен не попросив. Дари добро, дари покуда, на это хватит сил твоих. Живи мечтою и всегда надейся на то, что птица счастья впереди. Над болью и печалью смейся, лишь сильный духом сможет мир спасти. Но как спасти нам жизни берег бренный, когда надежды исчезает след? Живи в любви, любви благословенной. Любовь попутчица для всех твоих побед. В любви дари себя ты без остатка тому, кому она как солнце луч нужна. Люби врага, ведь жизнь его не сладка. Он пленником попал в обитель зла. И я секрет любви открыть готова. Любовь всех истин на земле сильней. Она вернет надежду снова, когда ты разминулся где-то с ней. А наша жизнь всего одна страница, которую дано прочесть. Ты так ее читай, чтобы любви частица навеки оставалась для детей. Дорогие мои, все, что вы делаете, все, что вы творите, все, о чем вы думаете, пусть это будут только благостные мысли, для того, чтобы вашим детям передавалось от вас все только самое доброе, счастливое и искреннее. Ольга, это достойно аплодисментов. Я в восторге. Сколько мудрости, сколько энергетики в этих словах и в этих строчках. Спасибо большая большое. молодец. Я в восторге. Что вы скажете по сегодняшнему блюду? Я довольна. Я хотела бы, чтобы были довольны вы от его вкусовых качеств. Мне все очень нравится. Все это красиво, эстетично. Посмотрите. Изумительно. Это любимое лакомство нашей семьи. Мы очень любим охотские морепродукты. Ну, а я, наверное, должна теперь пригласить по русскому обычаю вас к себе в гости, для того, чтобы вы попробовали нашу утку. Обязательно к вам придем. Спасибо большое, что вы пришли к нам в гости. Мне было очень приятно с вами здесь находиться. Узнала много всего интересного. Спасибо вам большое, и вам, и вашему телеканалу всего самого наилучшего. Приходите к нам, всегда будем вам рады. Спасибо. Дорогие телезрители, наша программа подошла к концу. Желаю вам удачного дня и счастливых моментов. С вами была Эдвина Чекиева и Ольга Тарубарова. Всего доброго, до свидания.